Сегодня мы будем говорить о здоровье, формировании здорового образа жизни и физической активности. Здоровье – это главная ценность и главное достояние любого человека. Близким нам людям мы всегда желаем доброго и крепкого здоровья. Здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, помогает нам успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, иногда и значительные перегрузки. На здоровье человека оказывает влияние целой группы различных факторов. Это и наследственность, экологическая обстановка, и уровень развития медицины. Однако наиболее существенным фактором среди всех является тот образ жизни, который выбрал человек. Генетика, наследственность определяет потенциал здоровья лишь на 15%. Наибольший существенный вклад от 50 до 60% по разным авторам в поддержание здоровья вносит именно образ жизни, который ведет человек. У современного молодого человека должен выработаться навык, мода на здоровый образ жизни, на занятия физической культурой и спортом. Очень важно вести здоровый образ жизни и соблюдать основные принципы, которые могут сохранить и укрепить здоровье. К ним можно отнести такие, как соблюдение режима труда и отдыха, двигательная активность, правильное сбалансированное рациональное питание, личная гигиена, которая является также и профилактикой инфекционных заболеваний, отсутствие вредных привычек, психоэмоциональное благополучие и, как следствие, низкий уровень стресса, регулярные профилактические медицинские осмотры, умение предупреждать опасные ситуации. Давайте более подробно поговорим об основных составляющих здорового образа жизни. Режим труда и отдыха. Характерной особенностью жизнедеятельности организма является ритмичность активности функционирования различных физиологических процессов, их цикличность. Правильно организованный режим труда и отдыха должен основываться на закономерностях протекания биологических процессов в организме человека. При ежедневном повторении привычного уклада жизни устанавливаются условно-рефлекторные связи, что способствует более экономичному функционированию основных органов и систем человека. Рациональный, соответствующий возрастным особенностям режим дня позволяет чередовать различные виды деятельности, обеспечивать оптимальный двигательный режим, полноценный отдых, достаточный по продолжительности сон. При построении режима дня учитываются особенности функционирования нервной системы. Это высокий уровень активности коры больших полушарий в утренние и дневные часы, снижение активности в послеобеденное время, падение продуктивности наблюдается в вечерние часы. Работоспособность школьника в течение дня имеет два подъема, совпадающих по времени с периодами высокого уровня физиологических функций. Как вы видите на графике, это время с 10 до 12 часов дня и 16 до 18 часов вечера. В соответствии с периодами повышения и спада интенсивности физиологических функций должен строиться режим дня. Следующим важным моментом режима дня является достаточность сна. Именно во сне осуществляются все основные метаболические и клеточные перестройки в организме. Треть своей жизни человек проводит во сне. Мелатонин называют гормоном сна и долгой жизни. Гормон мелатонин вырабатывается в эпифизе, или так называемой шишковидной железе. Эта часть головного мозга в среднем за сутки вырабатывает до 30 микрограммов гормона сна, выполняющего множество функций. Гормон мелатонин защищает нас от стрессов, преждевременного старения, депрессий и даже от раковых заболеваний. Мелатонин является нашими внутренними часами, благодаря которым ночью хочется спать, а утром просыпаться. Именно в темное время суток вырабатывается практически весь суточный запас этого гормона. Активность гормона проявляется от полуночи и продолжается приблизительно до 4 утра. Именно поэтому так важно спать с 0 часов до 4 утра. И спать необходимо в затемненном помещении, так как гормон вырабатывается только в темноте. «Ложись спать сегодня», гласит народная мудрость. Замечали, как постепенно с вечера и все ближе к ночи нас одолевает дремота и начинает клонить в сон. Это в организме начинается синтез мелатонина, который обеспечивает засыпание, регулирует продолжительность сна и его качество. Недостаток сна сказывается не только на настроении. Мелатонин является сильным антиоксидантом и обладает противовоспалительными свойствами, что важно для организма при борьбе с инфекциями. Здоровый сон должен составлять не менее 8 часов. Длительное недосыпание может привести к переутомлению и невротическим расстройствам. Здоровый образ жизни неотделимо связан с высокой двигательной активностью человека. В настоящее время доказано, что опорно-двигательный аппарат, органы кровообращения, дыхания, функции нервной системы, даже железы, секреции смогут правильно развиваться и функционировать лишь при условии достаточной и регулярной мышечной нагрузки.
Для нашего организма двигательная активность является физиологической потребностью. Лишенный движения организм теряет способность накапливать энергию, необходимую для противостояния стрессу. Современный образ жизни ведет к снижению двигательной активности. Нехватку мышечных движений нужно корректировать при помощи специальных оздоровительных мероприятий. Для организма становится особенно важным значение мышечных нагрузок при таких состояниях, как гипокинезия, снижение двигательной активности, и гиподинамия, снижение мышечных усилий. Результатом гипокинезии или гиподинамии становятся существенные изменения и нарушение координации движения, ухудшается состояние зрительного, вестибулярного и двигательного аппаратов, происходит изменение в кровеносной системе, уменьшается размер сердца, учащается пульс, уменьшается масса циркулирующей крови, увеличивается время ее кругооборота, снижаются функции коры надпочечников. Здоровый человек должен двигаться. Для восполнения подвижности незаменимо занятие физической культурой, способствующее улучшению деятельности нервных центров, процессов мышления, памяти, концентрации внимания, точной ориентации человека в пространстве, повышению резервов многих систем организма. При регулярных занятиях физическими упражнениями повышается емкость легких, объем и глубина дыхания, нормализуется деятельность желез внутренней секреции. Исследования показали, что при постепенном увеличении интенсивности и длительности упражнений в организме не наблюдается патологических изменений. Физическая активность считается низкой, если она составляет менее чем 5 часов в неделю помимо урока физической культуры. Появляется высокий риск развития заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни у детей и подростков, чья двигательная активность ограничена только уроками физической культуры. Вы наверняка слышали об оздоровительных методиках, побуждающих человека активным движением. Например, японская методика 10 тысяч шагов, согласно которой человек должен пройти в день не менее 8 тысяч километров. Ее создатель Яширо Хатано высчитал, сколько шагов за день должен пройти человек, чтобы потратить калории, которые тот получил с пищей. Вы знаете про рекомендации российских ученых и врачей, что в день здоровый человек должен активно двигаться не менее 1 часа, поэтому больше ходите пешком, занимайтесь спортом и физической культурой. Рацион питания современного человека крайне не сбалансирован. В настоящее время от неполноценного питания страдает не менее трети населения всей планеты. Правильное питание – это прежде всего рациональное и сбалансированное питание. Рациональное питание предполагает не только умеренность в приеме пищи, но также сбалансированность и регулярность приема. Правильное питание предполагает, что в организм в регулярном необходимом количестве и оптимальных соотношениях должны поступать многие питательные вещества, соотношение которых должно быть сбалансировано в организме. Это белки, жиры, углеводы, вода, минеральные вещества и витамины. Недостаток или избыток некоторых питательных элементов становятся причинами сначала временных неудобств, а затем и риска развития различных заболеваний. Для нормального функционирования организма в составе ткани обязательно должны присутствовать минеральные элементы. Все минеральные элементы, которые есть в организме, делятся на микроэлементы и макроэлементы. Хотя содержание и тех, и других в организме исчисляется долями процентов, но макроэлементы все же на порядок больше. Микроэлементы в общей сложности в организме человека определяются до 70 химических элементов. Из них 43 элемента являются абсолютно необходимым для нормального протекания обмена веществ в организме человека. Употребляя пищу ежедневно в одно и то же время, организм вырабатывает условный рефлекс. Пищеварительный тракт усиливает выработку слюны, желудочного сока. Таким образом, еда лучше переваривается и усваивается организмом, что позволяет избежать дискомфорта или тяжести после еды. Активность желудка продолжается с 5 утра до 22 часов ночи, после чего секреция ферментов замедляется, организм готовится к отходу ко сну. Вот почему рекомендовано ужинать не позже, чем за 2-3 часа до сна. Несбалансированный рацион питания способствует появлению избыточного веса и ожирения. Рост производства переработанных продуктов привели к сдвигу в моделях питания. В настоящее время люди потребляют больше продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли. И многие люди не потребляют достаточно фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Что относится к нерациональному, нездоровому питанию? Если человек принимает пищу только 2 раза в день, прием горячей пищи всего 1 раз в день,
1 раз в неделю и реже употребление мясных, молочных продуктов, свежих овощей, фруктов. Повышенное употребление острых, консервированных продуктов 3 раза в неделю и чаще. Любое из перечисленных нарушений должно расцениваться как нездоровое питание. Здоровое питание – это не просто диета, это образ жизни человека. Основные принципы здорового питания. Каждому человеку полезно знать свой вес, уметь его поддерживать и, если нужно, привести в норму. Чтобы поддерживать свой вес, необходимо сжигать столько же калорий, сколько потребляет человек. Чтобы похудеть, необходимо сжигать больше калорий, чем поступает с пищей. А для того, чтобы набрать вес, нужно, наоборот, сжигать меньше калорий, чем организм получает с едой. Соблюдайте режим питания. Для здоровых людей целесообразны 4-5-кратные приемы пищи. Завтрак должен составлять 25-30% дневного рациона, обед 30-35%, ужин 20-25%. Промежутки между приемами пищи полезно устраивать перекусы. Первый перекус – это так называемый второй завтрак или полдник после обеда. Это будет вторым перекусом. Перекусы полезны тем, что поддерживают стабильный уровень гликемического индекса на протяжении дня. Перекусы по калорийности невысокие, составляют от 5 до 15% от дневной общей калорийности. Это могут быть фрукты, сухофрукты, орехи, молочные продукты без сахара. Следует помнить, что максимальная скорость обмена веществ с 6 до 12 часов дня. С утра многим людям есть просто не хочется. Ничего не принимает организм, разве что чашечку кофе. Что же тут плохого, казалось бы? Итак, утром вы просыпаетесь, запускаются обменные процессы, и организм очень нуждается в энергии. Сами понимаете, чашка кофе или сладкого чая дать достаточное количество энергии вам не сможет. Взбодрить она, конечно, взбодрит, но вскоре эта бодрость пройдет. Поэтому завтрак должен быть обязательным. Потребляйте разнообразную пищу, в основе которой лежат продукты как животного, так и растительного происхождения. При каждом приеме пищи ешьте разнообразные овощи и фрукты, предпочтительно в свежем виде, не менее 400 граммов в день. Ежедневно употребляйте молочные, кисломолочные продукты. Выбирайте такие продукты, в которых мало сахара. Ограничивайте частоту и количество потребления сладких напитков, кондитерских изделий, сладостей. Выбирайте пищу с низким содержанием соли. Суммарное потребление соли должно быть не более 1 чайной ложки 5-6 граммов в день. Пейте воду, вода помогает держать аппетит под контролем. Благодарю за внимание, будьте здоровы!